Второе заседание 7-го съезда ВАК открыл президент Всемирного конгресса Муса Экзеков. Ранее делегаты встречались на полях форума в декабре 2017 года. Как отметил Муса Экзеков, те недоработки, которые были выявлены в ходе первой части заседания, устранены. Для доработки устава были задействованы юристы высшего класса. Работа над документом шла совместно с участниками конгресса из различных стран, включая Турцию, Сирию, Абхазию и другие государства. Было отмечено, что устав написан в соответствии с законами Республики Абхазия. В случае необходимости документ может дорабатываться и совершенствоваться. Было время достаточно подробно изучить. При этом исполнительный секретарь Инар Гисба переводил на языки этих государств. И, соответственно, была возможность очень внимательно проработать. Очень активно поработали делегаты, наши представители из Карачаево-Черкесии, с Абхазии, наши братья из Турции, поработав, прислали своих специалистов. Мы начинаем работать с этим документом, и далее, где это необходимо будет, мы дальше будем продолжать работать и дальше, соответственно, совершенствовать этот устав. Президент Абхазии Рауль Хаджинба направил приветствие участникам Конгресса, которое зачитал советник главы государства Владимир Зантария. Как отмечено в приветствии, сегодня народы Абаза находятся на верном пути в вопросах укрепления братских отношений. Конгресс, образованный в самые тяжелые для Абхазии времена, сегодня создает необходимые условия для возвращения представителей абхазо-абазинского народа на их историческую родину, активно занимается восстановлением подлинной истории, сохранением национальной самобытности, традиций. И это, как отмечалось на заседании, первоочередная задача Конгресса. Меня очень обрадовало несколько пунктов. Помимо пунктов о сохранении этнокультурного единства, о его развитии, о сохранении традиций, которые, безусловно, очень важны, там есть такие пункты, когда речь идет о целях работы самой организации. Это создание необходимых условий для возвращения представителей абхазо-абазинской диаспоры на историческую родину, участие в экономическом, социальном и культурном развитии Республики Абхазия. Так получилось, что огромные народы, у них есть свое, как сказать, национальная самобытность, но у них нет государства. А у нас государство есть. И, конечно, главная задача любой организации, общественной, политической и, безусловно, и правительства, это развить этот проект и сохранить его. Беслан Агарба предложил провести в республике форумы с участием представителей абхазской диаспоры. Подобные встречи будут направлены на развитие различных отраслей. Все выступающие отмечали, насколько важна сегодня работа Конгресса. У нас есть пожелание от нашей делегации, в которую входит также Абхазский культурный центр, именно для Конгресса, чтобы этот Конгресс всегда был направлен на то, что основой является это воссоединение всех потомков тех, кто был разбросан по всему миру именно на этой земле, чтобы это было основой и никогда не изменялось. Устав ВАК был утвержден абсолютным большинством делегатов. Также были утверждены члены Высшего совета Конгресса. В его состав вошли представители из Абхазии, Турции, России и Иордании. С абхазской стороны это Вячеслав Чирик, Баджабул Инджгия, Нурик Варчия, Арда Ашуба, Марина Барцыц, Инвер Алшунба. Также был утвержден и состав ревизионной комиссии, в который вошли Диана Дбар, Аида Хонелия, Мурат Мукба, Низам Хапат. Делегатам предстоит еще избрать президиум Высшего совета ВАК и обсудить бюджет организации. На заседании состоялась презентация информационного портала. Как отметила его руководитель Амина Лазба, сайт будет состоять из 3 основных блоков. Первый блок представляет собой текущую информацию о деятельности Конгресса, обо всех проектах, программах, которые реализуются. Мы будем подробно рассказывать о том, на каком этапе, какая программа, где была реализована. А также первый блок будет рассказывать о том, как живут граждане Абхазии, как живут наши соотечественники за рубежом, о процессе репатриации, о частных историях репатриантов в том числе. Второй блок, он информационно-аналитический, основан на научных трудах и исследованиях. Второй блок будет рассказывать обо всех исторических периодах нашего народа, нашей страны, начиная от древних времен до наших дней, об этнографии, о культуре, о фольклоре, о жизни выдающихся абхазских и абазинских деятелей.
Основными компонентами второго блока станут архивные фото, видео, аудиоматериалы, которые будут рассказывать как об истории целого народа, так и о каждом в отдельности. Данный информационный портал предполагает освещение различных аспектов развития Республики Абхазия, включая гуманитарную и диаспоральные составляющие. Таким образом, впереди у Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса большая работа. Сария Смыр, Леон Адлиба, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение.